Вовремя отработанная слаженность действий во время тренировок – залог успешного решения задачи во время реальной чрезвычайной ситуации. Выходя на тонкий лед, люди рискуют жизнью. У провалившегося есть считанные минуты, чтобы спастись и не оказаться заложником ледяной воды. Поэтому скорость и сноровка – это главное, что отрабатывают спасатели на учениях. Алгоритм работы прост – вытащить пострадавшего из воды, доставить на носилках на берег и обеспечить тепло. На ежегодных учениях в период предстоящего паводка специалисты отрабатывают несколько методов спасения, оттачивают мастерство передвижения по тонкому льду. В этом году снаряжение спасателей пополнилось специальной доской, которую можно использовать как на льду, так и на открытой воде. Буквально 2 месяца назад на оснащение нашего отряда поступила специальная спасательная доска, которая имеет в комплекте также весла, то есть можно на нем по воде передвигаться. Имеются специальные штыри для того, чтобы можно было на нем преодолевать, передвигаться по льду. Ну и также имеется багор. При помощи багра можно будет к себе подтянуть утопающие или какие-то вещи, которые находятся. Спасатели напоминают, верный способ не стать жертвой тонкого льда – попросту не выходить на него. В холодной воде человек может прожить не больше 15 минут. Если вы стали свидетелем происшествия на льду, стоит немедленно сообщить о данном факте по единому телефону службы спасения 01 или 112. Лиана Кириллова, Айгуль Хамитова, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.